Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки в Хатлонскую область прибыл в Дангаринский район. Целью поездки главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, является сдача старта в деятельности ряда новых объектов, ознакомление с ходом сбора урожая, проведение повторного сева и встреча с активистами. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Дангаринском районе вначале открыл новый учебный корпус среднего общеобразовательного учреждения номер 59. 16 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в Хатлонскую область прибыл в Дангаринский район. Цель поездки главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, дать старт деятельности ряда новых объектов, ознакомление с ходом сбора урожая, проведение повторного сева и встреча с активистами. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Дангаринском районе вначале открыл новый учебный корпус среднего общеобразовательного учреждения номер 59. Новое здание образовательного учреждения состоит из 2 блоков и 4 этажей, а общая площадь земельного участка охватывает около 2 гектаров. В целом новый корпус образовательного учреждения предназначен для 1240 учащихся в 2 смены. В новом образовательном учреждении имеются предметные кабинеты по физике, химии, биологии и информатике, которые оснащены 25 компьютерами, 24 парами столов и стульев, лабораторным оборудованием для проведения экспериментов. Созданные условия позволяют еще больше стимулировать подрастающее поколение к изучению точных наук в рамках 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования. Также в рамках годов развития села, туризма и народных ремесел классы трудового обучения для девочек оснащены станками для плетения адраса, ковроткацкими и швейными машинами, а классы трудового обучения для мальчиков – плотницким, дерево- и металлообрабатывающим оборудованием. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе сдачи в эксплуатацию нового здания образовательного учреждения назвал это событие важным для развития сферы образования в рамках социальной политики правительства страны и напутствовал подрастающее поколение на изучение современных наук с использованием созданных условий. Для повышения интеллектуальных способностей учащихся в учреждении имеются шахматные классы, современный тренажерный зал на 100 мест, столовая на 60 человек, актовый зал на 150 мест и библиотека на 20 мест. В тренажерном зале имеется оборудование для занятия настольным теннисом, физической закалки, волейбольной и баскетбольной площадки. В прежнем здании нехватка посадочных мест для учащихся и отсутствие благоприятных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения создавали проблемы и неудобства. В старой школе было всего 6 классов. Ежегодное увеличение числа учащихся в селении Корез Дангаринского района, рост потребностей к изучению современных наук способствовало созданию подобного образовательного учреждения. Принимая во внимание это, в 2019 году началось строительство нового здания среднего общеобразовательного учреждения номер 59 с привлечением инвестиций. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку дизайну здания и обязал учителей использовать все возможности и с чувством ответственности относиться к воспитанию и обучению подрастающего поколения. Рядом со зданием также сдана в эксплуатацию красивая современная спортивная площадка. Новое здание школы построено в современном архитектурном стиле. Во дворе посажены декоративные цветы и кустарники. Также целью почитания национальных святынь во дворе учреждения высотой 17,5 метров установлен флаг. Окрестности украшены в современном архитектурном стиле. В ходе строительства предпочтение отдавалось отечественным строительным материалам, что с одной стороны обеспечивало высокое качество работ, а с другой стороны это означает поддержку правительства Республики Таджикистан деятельности частного сектора. Сдача в эксплуатацию нового здания среднего общеобразовательного учреждения номер 59 состоялась в рамках подготовки к празднованию 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Отныне школьники будут учиться в хороших современных условиях.
Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки в города и районы Хатлонской области сдал в эксплуатацию новое здание отдела охраны окружающей среды Дангаринского района. 16 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки в города и районы Хатлонской области сдал в эксплуатацию новое здание отдела охраны окружающей среды Дангаринского района. Здание построено в современном стиле с использованием национальных узоров. Считается достойным подарком лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, работникам и специалистам этой структуры в честь великого национального праздника – 30-летия государственной независимости. Глава государства Эмомали Рахмон был проинформирован, что административное здание состоит из 5 этажей, подвала, 25 кабинетов, конференц-зала на 68 мест, музея, лаборатории, библиотеки, гостиницы, красивого места для отдыха и занятий спортом, а также других вспомогательных объектов. Строительные работы на этом объекте были начаты в октябре 2018 года. Заказчиком является Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. В ходе строительных работ было привлечено 70 местных рабочих и специалистов. Здание построено в запланированные сроки с высоким архитектурным качеством. В соответствии с проектом новое здание отдела охраны окружающей среды Дангаринского района имеет просторные рабочие кабинеты, оснащенные современной мебелью и необходимым отраслевым оборудованием. В отделе имеется лаборатория, актовый зал, уголок редких животных и растений Таджикистана, библиотека со всеми удобствами и богатой научной, художественной и отраслевой литературой. Президент страны в ходе ознакомления высоко оценил качество проделанных работ и дал ответственным лицам конкретные указания и поручения по расширению разъяснительных мер среди населения во имя чистоты окружающей среды и охраны редкой флоры и фауны Таджикистана. Здесь лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, показали уголок редких животных и растений и экологических возможностей Таджикистана, где находятся макеты редких животных, в том числе красивых птиц. В библиотеке создан уголок президента, где собраны содержательные произведения лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, вновь изданные научные и художественные книги, количество которых составляет более 2000. Работники могут широко использовать созданные условия. На 5-м этаже здания с целью создания условий для отдыха работников имеются современная гостиница и большой зал для проведения межведомственных мероприятий. Здесь имеются все современные условия обслуживания. Номера гостиницы просторные и построены в красивом дизайне. Они оснащены всем необходимым – постельными принадлежностями, шкафами, холодильниками, телевизорами и современной мебелью. Верхняя часть здания является красивым местом для обозрения местности и отдыха для работников и гостей. Здесь созданы благоприятные условия для формирования здорового образа жизни и занятий работников легкой атлетикой. В свободное от работы время сотрудники здесь могут заниматься различными видами спорта. В рамках работ по благоустройству окрестности здания вымощены плитами, посажены различные сезонные цветы и более 100 саженцев декоративных деревьев, что придает особое великолепие этой местности. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в сельском джамуате Корес Дангаринского района открыл учебное заведение, медико-социальный колледж и ознакомился с условиями работы и обслуживания на этом объекте. 16 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в сельском джамуате Корес Дангаринского района открыл учебное заведение медико-социальный колледж и ознакомился с условиями работы и обслуживания на этом объекте. Учебное заведение медико-социальный колледж Дангаринского района в свете непосредственных указаний и поручений главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, по достойной встрече 30-летия государственной независимости создано отечественным предпринимателем Фарухом Самизодом. В нем имеются благоприятные условия для обучения. Общая площадь составляет 0,10 гектара, а само здание состоит из 7 этажей, подвального помещения, 25 просторных аудиторий, рабочих кабинетов, библиотеки, компьютерного класса и других вспомогательных объектов. Все аудитории и рабочие кабинеты оснащены необходимым оборудованием и новой современной мебелью. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с современными условиями нового учебного заведения и теплой беседы с преподавателями
преподавателями подчеркнул, что в условиях научно-технического прогресса очень важно улучшать условия обучения и таким образом готовить высококвалифицированных специалистов для сферы здравоохранения страны. В этом направлении правительство Республики Таджикистан поэтапно осуществляет необходимые меры. Учебное заведение имеет возможность принимать 720 студентов в одну смену. Их обучают по 4 специальностям, таким как сестринское дело, фармацевтика, акушерство и стоматология. В соответствии с проектом в подвальном помещении колледжа имеются рабочие кабинеты с необходимыми условиями для преподавателей, заведующих кафедрами и других работников. На первом и втором этажах здания расположены просторные кабинеты стоматологии, анатомии, сестринского дела, фармацевтики, информатики, химии, библиотека, а на других этажах аудитории с хорошими условиями для учебы студентов. В кабинете стоматологии имеется современная аппаратура, с помощью которой проводятся научные и теоретические эксперименты. Рабочие кабинеты и аудитории подключены к системе отопления. В зимний период учреждение полностью будет обеспечено теплом. Здесь же президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, заложил фундамент нового здания общежития на 320 студентов. В соответствии с проектом здание общежития будет состоять из 9 этажей, обеспечено необходимым оборудованием, в том числе спальными принадлежностями, шкафами и другой мебелью. Следует отметить, что предприниматели и патриотически настроенные люди в Дангаринском районе в знак поддержки созидательных начинаний и инициатив лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, расширяют работы по благоустройству в селениях и районном центре и намерены со значительными достижениями и особой торжественностью отметить 30-летие государственной независимости. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал достойным похвалы инициативу отечественного предпринимателя Фаруха Самизода и поблагодарил за внесение вклада в благоустройство края. Окрестности здания украшены тенистыми деревьями и яркими сезонными цветами, а установленные здесь фонари в вечернее время придают зданию еще большую красоту. Сегодня также в рамках своей рабочей поездки в города и районы Хатлонской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в селении Гаргара сельского джамуата Корез Дангаринского района сдал в эксплуатацию цех по производству макарон и переработке фруктов и овощей агентства по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан. 16 июня в рамках своей рабочей поездки в города и районы Хатлонской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в селении Гаргара сельского джамуата Корез Дангаринского района сдал в эксплуатацию цех по производству макарон и переработке фруктов и овощей агентства по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан. На вновь созданном объекте трудятся 20 отечественных специалистов. В этом цехе производятся прохладительные напитки, соки, джемы, в целом более 14 видов продукции из абрикосов, персиков, вишни, яблок, хурмы, помидоров и так далее. Технологические линии позволяют также за счет запасов концентратов, отечественных фруктов и импорта концентратов тропических фруктов, таких как апельсины, мандарины, манго и других цитрусовых, во все времена года обеспечивать производство различных соков. Оборудование производственных цехов доставлено из Украины. С целью хранения произведенной продукции здесь созданы склады, которые позволяют во все времена года предлагать жителям продукцию с высоким качеством, отвечающую всем требованиям. Производственные объекты и их инфраструктура созданы в соответствии с современными требованиями и имеют благоприятные условия для деятельности. Также в этот день была организована выставка продукции, производимой в цехах и на предприятиях агентства по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан. На выставке были представлены 14 видов продукции: макароны, мука, консервы, соки, джемы, молочные продукты, пшеница, бобовые, картофель, кукуруза, куриное мясо, яйца и военная форма. Организация и налаживание деятельности производственных цехов и предприятий при агентстве дают возможность ежегодно экономить более 20% бюджета и наряду с расширением доступа к продовольствию обеспечивать солдат вооруженных сил экологически чистой отечественной продукцией. Следует отметить, что в настоящее время агентство по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан имеет 12 подсобных хозяйств, деятельность которых включает аграрный и промышленный
промышленные секторы. Предприятия агентства владеют 97 195 гектарами земли, в том числе 2280 гектаров орошаемых, 984 гектаров багарных, 536 гектаров садов и виноградников, 58 919 гектаров пастбищ, 5 гектаров постоянно действующих теплиц. В рамках указаний и поручений президента страны для достижения 4-й национальной цели ускоренной индустриализации страны, а также благодаря мерам по благоустройству и созиданию в честь 30-летия государственной независимости Агентство по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан совместно со своими подструктурами намерено путем создания современных производственных объектов в городах и районах страны внести больший вклад в умножение достижений нашего государства. Глава государства в ходе открытия объекта и ознакомления с производимой продукцией обязал ответственных лиц уделять большее значение качеству переработки продуктов с использованием имеющихся возможностей при постоянной поддержке правительства Республики Таджикистан обеспечить развитие сферы. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в селении Гаргара сельского джамуата Корез Дангаринского района снятием покрывала символической доски сдал в эксплуатацию предприятие по производству масла общество с ограниченной ответственностью Файзи Али. 16 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в селении Гаргара сельского джамуата Корез Дангаринского района снятием покрывала символической доски сдал в эксплуатацию предприятие по производству масла общества с ограниченной ответственностью Файзи Али. Объект в рамках реализации 4-й стратегической цели правительства республики ускоренной индустриализации страны создан местным предпринимателем Сайфидином Файзализода. Проектная мощность произведенного предприятия составляет переработку 25 тонн сырья и производство 3,5 тонны масла в сутки. После сдачи в эксплуатацию этого предприятия рабочими местами обеспечены 30 местных жителей. Линия по производству масла состоит из паровых котлов, маслоочищающего цеха, цеха по изготовлению пластиковых ящиков и упаковки, а растительное масло содержится в пластиковых емкостях объемом 1, 2, 3 и 5 литров. Предприятие создано с целью обеспечения потребностей жителей собственной и высококачественной продукции. Здесь производится масло из льна, рапса, подсолнечника, черного тмина и шелухи. В соответствии с предусмотренным планом сырье для производства масла, отвечающего требованиям на основе договоров о сотрудничестве, составляет из земледельческих хозяйств. Оборудование предприятия импортировано от ведущих компаний Российской Федерации и Китайской Народной Республики. После открытия предприятия глава государства ознакомился с его продукцией на выставке. Было сообщено, что масло, производимое на место предприятия, обладает высоким качеством и может конкурировать с продукцией отечественных и зарубежных предприятий. Следует отметить, что потребность жителей республики в растительном масле составляет 126 тысяч тонн в год. В настоящее время в стране действует 41 предприятие по производству растительного масла мощностью 160 тысяч тонн. В Дангаринском районе в рамках мер по благоустройству и созиданию в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан патриотически настроенными предпринимателями района без привлечения бюджетных средств планомерно продолжается строительство производственных предприятий и цехов, благодаря чему улучшается сельская инфраструктура, повышается уровень жизни населения. Местный предприниматель Сайфидин Файзализода также в знак поддержки инициатив президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, для внесения вклада в благоустройство этого уголка нашей Родины намерен за счет чистой прибыли предприятия создать современное промышленное предприятие и способствовать развитию сферы и обеспечению местных жителей рабочими местами. Чтобы украсить местность, работники предприятия вымостили окрестность плитами, посадили тенистые деревья и декоративные цветы. Здание построено в уникальном архитектурном стиле, а его окрестность обеспечена освещением. Здесь же президенту страны, уважаемому Эмомали Рахмону, также представили проекты строительства предприятия по производству моющих средств, жженого кирпича, мебели, пластиковых дверей и окон, бетона, здания медицинского колледжа, центра здоровья, образовательного учреждения, детского сада и многоэтажных жилых домов. Глава государства заложил первый камень
камень, фундамент и дал старт строительным работам. Предприятие по производству моющих средств будет построено при предприятии по производству масла и будет производить более 12 видов средств гигиены. Производственная мощность предприятия будет составлять 1,5 тонны моющих средств в сутки. Предприятие по производству жженого кирпича будет построено на площади 15 гектаров, а его годовая мощность составит 2 миллиона 500 тысяч штук кирпича. В соответствии с проектом на предприятии по производству мебели и пластиковых дверей и окон будет налажено производство столов, стульев, шкафов, кровати, пластиковых дверей и окон. Было сообщено, что строительство объектов сферы промышленности наряду с обеспечением потребительского рынка даст возможность создать постоянные рабочие места для около 100 местных жителей. В соответствии с проектом медицинский колледж будет двухэтажным. Он предназначен для охвата учебы 100 студентов. В нем также будут размещен центр здоровья с 20 койками. Образовательное учреждение будет строиться с целью охвата учебой 1280 учащихся в 2 смены. Также будет построен детский сад на 120 детей. Следует отметить, что эти объекты будут построены без привлечения бюджетных средств предпринимателями и патриотически настроенными жителями района в рамках созидательных инициатив лидера нации. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе открытия предприятий и ознакомления с новыми проектами назвал инициативы отечественных предпринимателей достойными похвалы и подчеркнул, что создание подобных объектов позволит улучшить инфраструктуру района и повысить благосостояние населения за счет создания новых рабочих мест. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в селении Гиджовак сельского джамата Пушинг Дангаринского района сдал в эксплуатацию частное профессиональное медико-социальное учреждение и реабилитационный центр «Нури-Тип». 16 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в селении Гиджовак сельского джамата Пушинг Дангаринского района сдал в эксплуатацию частное профессиональное медико-социальное учреждение и реабилитационный центр «Нури-Тип». Объект построен местной предпринимательницей Бахтинисом Махмадовой в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан и в рамках годов развития села, туризма и народных ремесел. Объект состоит из подвального помещения из 6 этажей, построен на площади 1,7 гектаров в кратчайшие сроки в соответствии с современными требованиями. На первом этаже здания находится приемный пункт, 3 лабораторных кабинета, кабинеты УЗИ, внутренних заболеваний, хирургии, стоматологии, процедурный кабинет, кабинет для обрезания, кардиологии, женских заболеваний и рабочие кабинеты старших медсестер. Второй этаж состоит из родильного и гинекологического кабинетов, палаты для новорожденных, 2 послеродовых палат, 7 коек, кабинета для обследования пациентов и процедурного кабинета. На 3-м этаже расположены операционные, 2 послеоперационные палаты, процедурный травматологический кабинет, 6 палат с 12 койками. 4-й этаж предназначен для пациентов с внутренними заболеваниями и состоит из кабинета врачей, процедурных кабинетов, физиотерапии, 9 палат для пациентов с 18 койками и местом для отдыха больных. 5-й этаж здания специально предназначен для реабилитации физиотерапии. На 6-м этаже расположены учебные компьютерные классы, оснащенные 15 компьютерами, аудитория с охватом более 150 студентов и учительская. В подвальном помещении здания находятся 3 кабинета обучения вождению на 40 посадочных мест, грязелечебница на площади 200 квадратных метров. Вдобавок к этому, рядом с главным корпусом построено 4-этажное здание, на 1-м этаже которого расположены столовая, аптека, уголок фитотерапии и кабинет участкового инспектора. На этом объекте имеется общежитие на 60 мест для преподавателей и студентов. Для того, чтобы объект отвечал всем требованиям, сюда доставлено самое современное отраслевое оборудование. В холодное время года для теплоснабжения объекта смонтирована угольная система отопления. Территория объекта благоустроена и украшена. Частное профессиональное медико-социальное учреждение и реабилитационный центр «Нури-Тип» построено в рамках мер по благоустройству и созиданию в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан без привлечения бюджетных средств за счет чистой прибыли местных предприятий
предпринимателей. Сдача в эксплуатацию этого объекта позволит привлечь сельскую молодежь к образованию и профессиональному обучению, а жители смогут получать лечение в своем районе без дополнительных затрат. В ходе сдачи объекта в эксплуатацию глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал достойным похвалы и примера созидательную инициативу отечественного предпринимателя и дал высокую оценку качеству строительных работ, дизайну и стилю, другим осуществленным мерам. Президент страны напутствовал специалистов в сфере здравоохранения на оказание населению медицинских услуг на высоком уровне. Сегодня лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре Дангаринского района сдал в эксплуатацию площадь государственного флага. Площадь государственного флага Республики Таджикистан построена в рамках достойного празднования национального праздника 30-летия государственной независимости, где созданы благоприятные условия для отдыха и гуляния жителей и гостей. При этом общая территория площади флага составляет 3 гектара, и она построена патриотическими предпринимателями района с привлечением местных специалистов и в современном стиле. Высота основания государственного флага Таджикистана в Дангаринском районе составляет 70 метров, длина его полотна 18 метров и ширина 9 метров. Аллеи на территории площади флага протяженностью более 6500 квадратных метров вымощены плитами. Здесь также установлено 86 фонарей, и для отдыха и гуляния жителей, гостей и туристов установлены скамейки. Здесь также создан 4-угольный музыкальный фонтан. В рамках политики лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленные на развитие спорта и с целью большего привлечения молодежи и подростков к спорту и в целом к здоровому образу жизни, здесь построены футбольная площадка, детская площадка, отвечающие современным требованиям. Спортивная площадка расположена на 800 квадратных метрах, а детская площадка на 500 квадратных метрах. Детская площадка при этом оснащена развлекательным оборудованием, что способствует полноценному отдыху и расслаблению детворы. Для регулярного полива декоративных саженцев и цветов, а также кустов установлены водопроводы, резервуар на 50 кубометров и 3 водяных насоса. В ходе сдачи в эксплуатацию этого объекта президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что установка государственного флага в центре Дангаринского района является знаком почитания и уважения к высшим ценностям государственности, что важно для большего укрепления национального менталитета и чувства патриотизма среди подрастающего поколения и в целом всех жителей района. 16 июня лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на улице Мирзо Турсунзаде в центре Дангаринского района Хатлонской области сдал в эксплуатацию здание областной больницы инфекционных заболеваний, созданную в самом современном стиле. Это здание инфекционной больницы построено с целью празднования на высоком уровне 30-й годовщины государственной независимости Таджикистана и состоит из 5 этажей. В соответствии с проектом в областной больнице инфекционных заболеваний Дангаринского района имеется 200 коек и для диагностики, лечения, повышения уровня и улучшения качества медицинского обслуживания населения созданы хорошие условия и широкие возможности. На 1-м этаже больницы расположено 18 рабочих кабинетов, в которые входят приемное отделение, функциональные кабинеты, реанимационное, хирургическое и паразитологическое отделение. На 2-м этаже имеется 19 лечебно-диагностических кабинетов, лечебные детские отделения, оснащенные современным медицинским оборудованием. Здание областной больницы инфекционных заболеваний в Дангаринском районе было построено по непосредственному поручению президента страны в период пандемии инфекционного заболевания COVID-19 и для своевременного лечения пациентов с различными инфекционными заболеваниями созданы самые современные условия. 4-й этаж больницы состоит из 29 палат, где лечат гепатиты и особо опасные инфекционные заболевания. В целом в больнице имеется около 120 палат для пациентов. На 5-м этаже функционирует кафедра инфекционных болезней Хатлонского государственного медицинского университета. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал работников сферы здравоохранения,
вежливо обращаться с пациентами, прежде всего потому, что пациент больше других нуждается в лечении и добром слове, то есть врач лечит больного не только медикаментозно, но и хорошим отношением. Сегодня лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию здание Центра обеспечения экспертизы продовольственной безопасности Комитета продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан в селе Файзбахш, селение Аксу Дангаринского района. В ходе ознакомления президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон был проинформирован о том, что центр состоит из 4 отделений, включая бактериологическое, серологическое, фотосанитарное, карантинное и семенное. Все рабочие кабинеты и подсобные помещения оснащены компьютерами и другими необходимыми принадлежностями. Заказчиком здания Центра обеспечения экспертизы продовольственной безопасности Дангаринского района является Комитет продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан. Согласно проекту, новое здание состоит из подвала и 5 этажей, построенного с новым дизайном и современными национальными элементами градостроительства. Здание и его современные лаборатории оснащены новейшими технологиями, включая современное диагностическое оборудование. Специалисты, используя возможности, своевременно исследуют все продукты питания и дают при этом точные заключения о составе, ну и непосредственно безопасности продуктов питания. На 1-м этаже здания находится Центр анализа безопасности пищевых продуктов и лаборатории, рабочие кабинеты, администрация. На 2-м и 3-м, 5-м этажах находится гостиница для приема 10 человек. Здание центра состоит из 2 современных конференц-залов на 100 мест. Столовая расположена в подвале новостройки и рассчитана на 50 посадочных мест. В этом центре работают более 50 квалифицированных специалистов, и в целях обеспечения безопасности потребительских товаров и защиты здоровья граждан ежедневно проверяют состав мяса, молочных продуктов, фруктов, овощей, продуктов питания. В лабораториях Центра обеспечения экспертизы продовольственной безопасности одновременно проходят испытания семян сельхозкультур и растений. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку строительным работам и обратил внимание коллектива на обеспечение продовольственной безопасности, постоянный контроль и сохранность товаров народного потребления, что является важным фактором здоровья населения, и дал конкретные указания и поручения по лучшей организации деятельности в будущем. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию 1-й этап проекта линии питьевого водоснабжения в селе Бохпарвар, селение Оксу Дангаринского района. В этом селе лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, повернув кран, дал старт деятельности 1-го этапа этой линии водоснабжения. На 1-м этаже сооружения, который был осуществлен в рамках целей международного десятилетия «Вода для устойчивого развития» на период 2018-2028 годы, и согласно указаниям и поручениям непосредственно президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, государственным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» были обеспечены чистой питьевой водой 7240 жителей селений Бохпарвар, Чаманистон и Бахор Дангаринского района. Вода поступает из 2-го большого Дангаринского канала посредством специальных насосов в 2 водоема вместимостью 250 кубометров. Затем после фильтрации поступает в водоем вместимостью 500 кубометров и только потом распределяется среди населения. И вот буквально только что передали, что и сегодня же, 16 июня, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в селении Бахор сельского джамуата Оксу Дангаринского района сдал в эксплуатацию парк культуры и отдыха Симурх. Парк культуры и отдыха построен местным предпринимателем Салимовым Ромишем на площади 7 гектаров с учетом современных требований и с высоким
архитектурным искусством. На территории парка построены 2 спортивные площадки для игр футбол, волейбол, специальные теннисные корты, игровая площадка для маленьких детей и подростков, молодежный центр, кафе, столовая на 60 мест, бассейны для подростков и взрослых, пруд с рыбками и специальная площадка для проведения культурных мероприятий. Установлено 12 современных аттракционов для отдыха детей. Замечательный подарок нашим детям на летние каникулы. Уважаемые телезрители, но это самые главные новости дня. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.